Для начала давайте посмотрим на нашу исходную таблицу, что за данные она в себе содержит. Первое. У нас есть дата, у нас есть текст, у нас есть число, тут пока все понятно. Далее пойдет чуть интереснее. У нас есть число, но на самом деле это не число, а текст. В формуле мы прописали это вот таким вот образом, указав число в кавычках, чтобы превратить его в текст. Несмотря на то, что визуально мы видим здесь цифры, по сути, ячейка является текстовой. Далее у нас есть формула. Что такое формула? У нас есть знак равно и далее подсчет чего-то внутри этой ячейки. Мы написали простую формулу 1 плюс 2 плюс 3, но здесь могло быть и что-то посложнее со ссылками на другие ячейки, например. Далее у нас есть адрес электронной почты и ссылка. Затем у нас идет пустая ячейка, которая не содержит вообще никаких данных. И есть еще одна ячейка, которая выглядит пустой, но на самом деле в ней поставлен пробел. Его сложно заметить глазом, но он там есть. И две ячейки, которые отображают истину и ложь. Истину мы отобразили вот в таком вот формате флажка. Ложь мы отображаем в виде просто слова ложь. Оба этих значения получены с помощью соответствующих функций ложь и истина. И выдают они нам, соответственно, ложь и истину. Их мы тоже будем проверять. Ну и поехали по порядку. Первое, на что мы проверим все эти значения, являются ли они текстом. Для этого существует функция e-текст, внутрь которой мы закладываем значение, которое мы будем проверять. Пишу равно e-текст. Можно внутрь этой функции заложить непосредственно какой-то текст и его проверить, но мы будем ссылаться на ячейку. И сразу же давайте эту функцию протянем вниз, чтобы увидеть по отношению ко всем типам данных, что получилось. Там, где у нас получается истина, с помощью условного форматирования она будет автоматически подсвечиваться зеленым для того, чтобы нам было проще ее отследить. И где мы видим истину, то есть внутри этой ячейки содержится текст. Ну, с текстом все понятно. Далее, число, которое мы, напоминаю, с вами сделали текстом с помощью кавычек, то есть тоже понимаем, да, что такой тип данных воспринимается таблицей как текст. Далее у нас ячейки с имейлом и ссылкой помечаются как текстовые. Тут, наверное, тоже все понятно, ввиду того, что данные, которые в них содержатся, несмотря на то, что они особенные данные для нас, может быть, но для таблицы это все-таки текст. И вот интересный момент. Ячейка, где у нас пробел, просто один пробел, помечена как текстовый. Пробел – это тоже текстовое значение. А вот пустая ячейка не воспринимается как текстовая. К функции e-текст есть обратная функция, она называется e-не-текст. Делает она противоположную вещь, проверяет ячейку на то, чтобы она, наоборот, не была текстовой. Пишем e-не-текст, закладываем в нее нужное нам значение и протягиваем вниз. Ну и здесь мы получаем картину с точностью наоборот. Там, где у нас в предыдущем случае была истина, теперь стоит ложь, так как эта функция делает обратное, а во всех остальных случаях мы получили истину. Это мы с вами проверили, является ли ячейка текстовой или нет. Следующая функция, она только в английской версии, и она проверяет, является ли введенное значение адресом электронной почты. Тоже проверка на текст, но уже более специфическая. Пишем равно из email, закладываем нужное нам значение, протягиваем формулу вниз. И видим, что несмотря на то, что в других ячейках тоже есть текстовые данные, имейлом является только одна единственная ячейка B18. Она и помечена как истина. То есть email содержится только там.
Похожая функция из URL проверяет, является ли ячейка, точнее данные, которые в ячейке содержатся, адресом электронной, прошу прощения, ссылкой. Пишем формулу из URL, закладываем туда значение и протягиваем вниз. Ну и здесь у нас тоже одна единственная ячейка подходит. Это ячейка с адресом сайта, то есть там содержится URL. Я обращаю внимание, что адрес сайта мы написали просто среда31.ru, мы не писали 3W, мы не писали HTTPS и вот эти вот всякие штуки, которые могут входить в адрес. Но функция из URL и с ними, и без них понимает, о чем идет речь, и воспринимает это значение как ссылку. Далее мы можем проверить, является ли значение в ячейке формулой. И обращаю внимание, что здесь чуть-чуть отличается синтаксис. Если до этого мы с вами закладывали значение внутрь ячейки, то теперь у нас может быть только ячейка. То есть мы не можем какое-то непосредственно значение в синтаксисе прописать, мы должны обязательно на что-то, на какую-то ячейку сослаться. Пишем равно из формула, ссылаемся на ячейку и протягиваем вниз. Где мы получили значение истина? Там, где у нас число, приведенное к тексту. Почему мы получили истину? Потому что это формула ввиду того, что мы поставили знак равно в начале. Далее, там, где у нас формула, ну, тут понятно, здесь тоже стоит знак равно и идет какое-то вычисление. И вот наши значения истина и ложь нам тоже пометили как формулы. Почему так произошло? Давайте заглянем внутрь них, и мы тоже здесь увидим знак равно. Мы использовали функции истина и, соответственно, ложь, но когда мы используем функции, мы обязательно ставим знак равно. То есть мы понимаем, что эта функция ориентируется, вероятно, на знак равно и воспринимает его как формулу, введенную в ячейку, и, соответственно, выдает нам истину там, где это равно встречается. Ссылка. С помощью этой функции мы с вами проверим, является ли значение, введенное внутрь данной функции, ссылкой на другую ячейку. Пишем равно ссылка, закладываем значение и протягиваем вниз. И мы видим, что все значения у нас являются истинными. Почему так произошло? Ну, дело в том, что если мы посмотрим в любую из этих формул, то внутри лежит ссылка на ячейку. А это именно то, что проверяет данная функция eSылка. Она проверяет, заложили ли мы в нее ссылку на другую ячейку. Если мы туда заложим какое-то непосредственно значение, а не ссылку, вот только тогда мы получим значение ложь. Мы заложили туда число, получили ложь. Таким образом работает эта функция. Функция ePusto проверяет, является ли ячейка пустой. Пишем равно ePusto, закладываем в нее первую ячейку, протягиваем вниз, и истину мы получаем только в одном случае, там, где у нас, собственно, и есть пустая ячейка, в которую не внесено никаких данных. Ячейка, которая выглядит пустой, но содержит в себе пробел, как мы видим, не воспринимается таблицей как пустая, в силу того, что какой-то символ в ней все-таки присутствует. eLogich. Эта функция проверяет ячейку на то, является ли она логической. Что это значит, сейчас увидим на примере. Пишем eLogich, протягиваем вниз, и у нас две ячейки являются логическими ячейками. Это ячейка истина и ложь.
То есть данная функция e-logich осуществляет проверку на булевые значения истина, ложь, true, false, и их выдает как истинные, а все остальные помечает как ложные. Следующая функция isDate проверяет, является ли значение датой. Пишем isDate, протягиваем вниз. Ну и тут все просто. Мы получили значение истина там, где у нас введена дата. Во всех остальных случаях истину мы не получили, мы видим ложь. Е-число. С помощью этой функции мы можем проверить, введено ли в ячейку число или нет. Пишем Е-число, протягиваем вниз и получаем значение истина в каких ситуациях. Пойду снизу. Ячейка с формулой. В результате вычисления формулы дает нам число, поэтому мы получили истину. Ячейка непосредственно с числом, понятно, тоже выдает истину. И истину нам выдает ячейка с датой. Если кто-то забыл, напоминаю, что таблицы, любые таблицы работают с датами, как с числом. Давайте поменяем тип данных в ячейке. Сейчас у нас стоит дата. А мы давайте, например, поменяем на число. И увидим, что наша дата трансформируется вот в такое вот число. Мы сейчас в подробности этого углубляться не будем, но понимаем теперь, почему у нас значение истина. Меняю наоборот, меняю назад данные на дату. И обращаю внимание, что у функции e-число нету обратной функции e-не-число. Такой функции не существует. Если для функции e-текст была ее противоположность e-не-текст, то вот с числом не предусмотрено. И еще две функции, которые мы посмотрим, они тоже числовые, и они проверяют, является ли числовое значение четным или нечетным. Сначала мы посмотрим, является ли значение четным. За это отвечает функция e-четно. Обращаю внимание, что пишется она с буквой ё, а не с буквой е. Если вы напишете е, вы получите ошибку. Закладываем первую ячейку, протягиваем вниз. И здесь мы уже получаем несколько другую картину. Давайте сначала разберемся с значениями истины. Истина у нас там, где шестерка. Шестерка – это четное число. Это понятно. Истина. Так, это чуть позже. Вот здесь у нас стоит значение ложь на дате. Почему дата показана как ложь? Ну, мы только что с вами выяснили, что у нас это все-таки какое-то число, и число это является нечетным, на семерку заканчивается, поэтому нам его как ложь и отобразили. Пустая ячейка является истинной, несмотря на то, что не содержит никаких данных. Почему так получилось? И это же работает для ячейки, где стоит ложь. С точки зрения компьютерной логики, пустая ячейка, отсутствие какого-либо значения – это 0. То же самое с истиной и ложью. Истина – это единица, то есть значение истина равнозначно единице. А значение ложь – это 0, оно равнозначно нулю. 0 является четным числом, поэтому мы видим, что и ложь у нас является истиной, и пустая ячейка является истиной. А вот там, где у нас стоит значение истина, мы получаем ложь, потому что она соответствует единице. Единица – это нечетное число. Ну и во всех остальных случаях, там, где у нас вообще не число, мы получаем ошибку, потому как нельзя проверить текст на четность или нечетность. Но обращаю внимание и здесь на особенность, несмотря на то, что вот это у нас текст,
Он помечен как ложь, значит, таблица воспринимает этот текст как нечетный, а значит, что она в состоянии вот такое вот значение в кавычках перевести в число и его воспринимать уже как число. Ну, собственно говоря, это же сработает, если мы, например, к вот этому числу, которое является числом, прибавим вот это число, которое является текстом. Нам их таблица все равно просуммирует. Ну и противоположность этой функции нечет. Обращаю внимание на разницу в синтаксисе. Для четного числа мы писали ечетн, буква N здесь есть, а вот для нечетного буква N выпадает, но все равно буква Ё. Пишу нечет без N, ссылаюсь на ячейку, ну и здесь мы должны получить полностью обратную картину. Это мы помним, у нас нечетное число, и теперь это истина. Оба нечетных числа, заложенные и как число, и как текст, тоже истина. Значение истина, которое, напоминаю, у нас равнозначно единице, тоже истина. Единица – нечетное число, а ложь – нулевое значение. То же самое с пустой ячейкой. Все ячейки, которые содержат текст, соответственно, выдают нам ошибку.